Добрый день, дорогие друзья! 21-22 марта в Амге прошла научно-методическая конференция, посвященная к шейху Олонхо. Было много народу и очень много докладчиков. Обычно на таких конференциях я всегда выбираю краеведческую тему. И на нашей секции было 32 доклада. И школьники, и уже известные краеведы Улуса. Когда возвращались обратно, и при встречах мои знакомые сказали, что они по своим секциям, когда выступали, не услышали мой доклад. И я почему-то решила, что надо рассказать и рассказать на русском языке. Тема моего доклада – новые штрихи биографии известных личностей из Амгинского улуса. Первоначально я назвала новые штрихи к изученному, но поменяла и думаю, для тех, кто меня слушает, мои рассказы, это будет более понятно. Шейх наш национальный праздник, основатель праздника наш прапредок Эллей. Это мы все знаем, и даже портрет, написанный живописцем Марией Николаевной Иннокентьевой, вот образ Эллея мы уже привыкли воспринимать его таким. Если Амгинский улус и если шейх, конечно, мы сразу вспоминаем знаменитую картину Михаила Михайловича Носова, народного художника Якутии, якуты XVII века. Замечательная картина хранится в краеведческом нашем музее. Эту картину в 2019 году оживили в Хангаласском улусе. Об этом тоже много писали, показывали. Все молодцы хангаласцы. Об шейхах писали все, кто приезжал к нам по своей воле или не по своей воле. Но мне очень понравился рассказ Бестужева-Марлинского о шейхе. Это где-то ориентировочно на 1828 году. Он у нас в городе жил и писал об этом шейхе. И присутствовал и позже написал. И как он пишет, по просьбе нашей праздник будет по старине со всеми прежними обрядами. Тут про шаманов он пишет, как они приближаются к огню. И что они вместо рогатых шапок, волосы их падают по плечам. Они умоляют духом не вредить их стадам, не насылать падежа и болезней. Но это все ритуал мы вроде бы как все знаем. Есть еще очень такое, красным я специально выделила. Старшина подводят белую кобылицу, и старший шаман, возложа руку на ее голову, просит небесного бога благословить размножение стад, изобилие трав и здравость всего кумыса. Он вырывает несколько волос из гривы и бросает в огонь. С этой минуты благословенная кобылица становится неприкосновенною. Ни седло, ни удила не будет ей знакомо. Никогда ножницы не уронят ни я, ни волоска. Даже
про таких кобылиц наши отцы и деды помнили, они видели таких кобылиц, это священные, священные животные. Был у нас два раза в 1830-х и 40-х годах тоже вот Николай Щукин, он тоже оставил в своей книге, ну, написал о празднике Исах. И опять-таки вот выделила вот тоже относительно, потому что на таких конференциях очень много разговаривает вот ритуалы, как проводить, и иногда бывает, что споры бывают, но праздники Исах у якутов бывает весною, когда сделается изобилие. Приготовив несколько десятков ведер кумысу, якут приглашает своих соседей, но молва о пиршестве распространяется повсюду. В назначенный день званые и незваные, одевшись в лучшее платье, идут на праздник. Еще поутру в юрте хозяина несколько человек садятся впереди на посланные шкурки, возле них помещаются начальники и почетные и так далее. И дальше выбирается один или два молодых человека. Тут неукоснительно они не должны быть в том месяце при мертвеце, не изобличенные ни в воровстве, ни в лжесвидетельстве. Им дают в руки по большой деревянной стопе с кумысом. И даже из этого вот сразу видно, насколько вот наш праздник Исах священен, что какие жесткие требования предъявляются к устроителям Исаха, и как все они соблюдают, и как вот это жертву приносят. Ага. И в конце все кричат громким голосом «Уруй!». Это слово трижды повторяют все сидящие в юрте. Ну вот такие замечательные вот не воспоминания, а вот есть вот такие о наших Исахах написали люди, которые у нас побывали. Конечно, Верхоянский сборник Худякова – это вообще очень ценное издание, и там об Исахе тоже очень много написано, как он проводится, как созывается, вот. И издано вот это издание, Верхоянский сборник, на средства Ивана Сибирякова, золотопромышленника, который потом на Афон-горе стал монахом. У Серошевского об Исахах есть. Ну, это вот он, как в 1881, кажется, к нам прибыл, полицейный. Тогда уже вот Исахи, особо такие большие Исахи, оказывается, не проводились. Это он по рассказам своих информаторов пишет, из Байгантайского улуса, и потом из Намского улуса. Вот. Очень бывало весело, случались, правда, ссоры, но народ живо унимал. Теперь Исахи вывелись, тогда ему говорили, кобыл якуты перестали доить, и табунов стало меньше. Все обеднели, стада рассеялись, а люди все больше гоняются за деньгами. Скуп стал народ. Да и кто теперь может накопить столько кумысу, чтобы хватило его на всех? Нет больше ни борцов, ни богатырей, ни богатых людей. Ну вот как-то вот так ему рассказали, и Терешевский в знаменитой своей книге «Якуты» вот их рассказы включил. Но в Намском улусе, это вот когда
в 2019 году проводился СЭХ Олонхо, была организована фотовыставка из снимков, сделанных Акимом Курочкиным. СЭХ, показательный СЭХ у них даже был в 1908 году. Ну, вот такие интересные сведения об СЭХах. Мне нравится находить вот такие сведения, вроде бы как всем известные, а когда их вместе собираешь, получается довольно такой интересный рассказ. Амгинский улус, Амга, конечно, как же без Владимира Галактионовича Короленко. История моего современника. Об этой книге он писал, что он пытается вызвать в памяти и оживить ряд картин прошлого полустолетия, как они отражали в душе сначала ребенка, потом юноши, потом взрослого человека. Короленко в Амгинской ссылке, небольшая, но очень хорошая книга. Она была издана в 1947 году. Это когда были люди, в детстве видевшие его, можно сказать, и услышавшие о нем от своих родителей. Он тоже побывал на СЭХе, и, как он пишет, однажды собралась компания молодежи на так называемый СЭХ. Это весенний праздник, когда освещается с разными древними обрядами весенний кумыс. Да. Для этого якуты строят чумы, тунгусские шалаши. Ну, тут, конечно, винить Владимира Галактионовича не за что. Слово, ну, тут про Урасу он может и не знать. Ага. Дальше он пишет, пройдя с полверсты от берега, мы увидели, во-первых, тунгусский чум, сооруженный по старинному обычаю. Это был остроконечный шалаш. В нем уже совершались обряды освящения кумыса. Перед чумом стояли ряды якутов и что-то пели. Я обратился к знакомому амгинцу и попросил перевести мне эти песни. Он стал переводить, но, очевидно, сам не все понимал. А тут к ним приблизился совершенно седой старик, очень почтенный, и сразу по отношению якутов Короленко понял, что он очень уважаемый человек, он говорил порядочно по-русски, а затем нам еще помогли знакомые амгинцы, пишет Владимир Галактионович, и я приблизительно понял смысл этих религиозных песен. В них якуты молились, чтобы Бог принял первую весеннюю жертву милостиво, взглянув на нее седьмого неба. А старик, этот почтенный старик, стал объяснять мне, что Бог один у всех людей. Якуты сначала этого не понимали, но один разумный священник объяснил им это. Он объяснил им, между прочим, что у русских есть те же божества, которые есть и в древней якутской религии. Бог Отец, живущий на седьмом небе, Бог Сын, служащий посредником между божеством и людьми, Бог, Дух Святой, дыхание божества, Божья Матерь, которая родила Сына. Кажется, о Божьей Матери были у якутов слишком материалистическое представление. И, наконец, по-видимому, это произвело на якутов особенно сильное впечатление. У якутов оказались даже ангелов. Старик назвал их ангелы, что во множественном числе звучит ангел Вар. Это уже совсем близко русскому. Мне вот очень заинтересовал священник, который вот объяснил якутам вот это, то, что Бог один,
и для интереса изучила историю Амгинской Преображенской церкви. Вот. И общеизвестно, что, отбывая ссылку в Амге зимой 1883 года, Короленко начал работу над своим произведением «Сон Макара», в основу которого положены реальные события и факты. Первая публикация рассказа была в 1885 году, и этот святочный рассказ очень много раз переиздавался и был переведен на якутский язык. Мы все знаем, кто такой Захар Цыкунов, у которого жил Владимир Галактионович, и даже вот сохранился рисунок юрты Цыкунова. Захар Цыкунов после выхода «Сона Макара стал очень известным. Он, когда приезжали гости, ходил даже сам знакомился и говорил: «Я сон Макара». Помните вот святочный рассказ, когда бедный Макар умер, а дальше вот произошло такое чудо. Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер». А над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом. Снег виднелся на меховом бергасе, на плечах, длинной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому 4 года. Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет Руги, никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и за молебны, и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Но если так очень просто объяснить, вот этот поп должен был сопровождать умершего Макара Богу, и там должны были взвесить его добрые дела и грехи. И тут самое интересное, да, это был тот самый попик Иван, который умер назад тому 4 года. Из летописи Амгинской церкви я узнала, что в 1879 году умер священник, которого амгинцы очень уважали, и не только амгинцы уважали. Он был как бы очень уважаемым самим святителем Иннокентием, епископом Дионисием. И удивительно, что очень быстро нашлись материалы о нем. И, наверное, вот этот поп, которого амгинцы очень любили, может быть, и был тем разумным священником, который объяснил якутам, что Бог един. Вот Амгинская Преображенская церковь, рисунки Короленко, он в таком виде их увидел. Это вторая Преображенская церковь. И, к сожалению, она сгорела или в 1931 году, или в 1935 году. И сохранились хоть мало, но фотографии церкви. Вот это в истории тогда назвали Новая Амгинская Преображенская церковь. Она была построена в 1824 году на средства прихожан и священника Алексея Дичковского. К 26 году она имела 2 прихода и обслуживала 2955 прихожан. Здание деревянное, само собой, с колокольней над папертью,
двухпрестольная, обеспеченная церковной утварью. Но вот к началу 20 века церковь нуждалась в ремонте. Вот, и иконостас был с колоннами с позолотой. И здесь в летописи пишут, что иконы иконостаса были написаны верхнеудинским мастером Муртиным. Вот Михаил Муртин, о нем вот настолько очень кропотливо, тщательно работают историки и краеведы Иркутской области, но мало о нем что известно, но сохранились все-таки вот две иконы, это из Иркутска отправляли, поскольку Муртин оформлял и храм у нас в монастыре, и, по-моему, даже в Свято-Троицком соборе были его работы, и о нем даже вот Николай Щукин тоже писал, и в других у других тоже есть упоминания, что храмы Якутска украшают вот иконы, написанные вот Муртиным. Замечательный, видимо, художник был. Так, итак, значит, Попик Иван, это герой святочного рассказа «Сон Макара». Краткая биография такая. Он сын Пономаря, обучался до класса словесности в Иркутской духовной семинарии. В 1841 году определен дьячком града Иркутской Владимирской церкви. 1 ноября 1942 года по прошению приведен к Архангельской церкви. Дальше вот в феврале 1947 кафедральный собор его псаломчиком перевели и певчим архиерейского хора. А в марте, вот 30 марта 1953 года по прошению переведен Якутский Троицкий собор, а в ноябре 1953 года Иннокентием рукоположен во диакона Камдинской Преображенской церкви. Имеется в виду, это святитель Иннокентий Вениаминов. 1 октября рукоположен во священника. Вот, у него награда благословения до пожертвования в пользу бедных духовного звания. Читает и поет очень хорошо. В 1878 году ему было 55 лет. Жену звали Екатериной Дионисиевной. Умер он очень трагически в 1879 году. Вот такой замечательный человек, обладатель уникального голоса, но он пил, очень много пил и по пьяни сгорел в камельке. И дети у него, вот, и рожденные еще в Иркутске, и потом уже вот на Амгинской земле, вот. И вот эти сизыфи, они и стали как бы, ну, от них произошли наши якутские сизыфи, которые жили и в Амге, и в Татинском улусе, и даже их потомки и в Вилюйском, и в северных улусах жили. А у каждого ребенка Ивана Петровича своя судьба. Допустим, вот Андрей, старший сын, как-то тоже увлекся алкоголем, и его трагедия была не только трагедией семьи, чтобы его перевоспитать, принимали помогать и святитель Иннокентий, и епископ Дионисий, вот. И потомки, вот эти силахи оставили очень достойное потомство. Кстати, тут надо сказать, что искать вот прародителя и потомка попросил меня мой старейший друг, помощник, очень
без него он ушел из жизни в декабре 2020 года. Такой и коллекционер, и мастер золотые руки, и даже его звали Золотой голос худфонда, то есть художественного фонда. Действительно, вот обладатель уникального голоса был это Владимир Ильич Сизых. Он всегда говорил, я вот знаю, что я потомок священников, но вот ухожу из жизни некрещенным. Но из-за того, что у них такие вот и родственники, и вот, конечно, сизухи много пострадали в советское время, особенно в годы, когда шла борьба, ну вот, или, как сказать, расцветал атеизм. И многие остались без образования, поскольку в школе на них какие-то устраивались гонения, но они очень добропорядочные люди, и что удивительное, почти все, кого я знаю, краеведы. Так, и этот Иван Петрович Сизых, или как писал в святочном рассказе Попик Иоанн, не зря же он стал секретарем у Бога, и именно он там и записывал, и сострадал, и поддерживал вот умерших, когда взвешивали и грехи, и добрые дела. Это, скорее всего, из-за того, что его очень уважали, его вспоминали добрым словом. Вот и в рассказе Короленко он таким у нас и остался. Его сын после отца стал священником в той же церкви, но он уже герой воспоминаний Короленко. И специальный же у него раздел есть «Культурные слои Ангинской слободы», и там отец Николай, он там есть, и он, оказывается, умел играть на скрипке, и когда вот собирались и полицейные, и вот культурные слои слободы, он там играл, вот. Его биография тоже в Клировой ведомости есть, окончил Иркутскую духовную семинарию со степенью воспитанника, ну вот все его передвижения по службе. И потом, когда Короленко переписывался с ангинцами, он постоянно спрашивал, кто служит сейчас в церкви, отец Николай или отец Алексей. Отец Алексей тоже в воспоминаниях Короленко есть. Это священник Алексей Есенецкий, когда он был вдовой. Ну, тоже его потомкам потом пришлось и пережить и репрессии, и раскулачивание. Ну, вот так. Ну, видимо, потомков не осталось. Может, выехали, может, что с ними не случилось. Но когда Короленко был в Амге, вот эти два священника приходили вместе с полицейными на вот их, когда они собирались. Вот. У Николая Ивановича было тоже много детей. Алексей, Андрей, Сергей, Илья, Александр, Михаил, Вера. Тоже вот о них тоже достойное такое поколение, хотя они некоторые пошли по стопам деда и отца, но дали потомство такое, что в основном они стали народными учителями.
Вот это Сизых Сергей Никонович, вот, заслуженный работник культуры России и Якутии. Он в Краеведческом у нас музее работал, ушел из жизни 1993 года. Его отец тоже был священником, и, видимо, в ссылку его отправили, и по воспоминаниям одного коллеги, Сергея Никоновича, он умер в Мальте. Об этом сын не знал, а когда ему рассказали, он расплакался. Ну, в общем, такая судьба у Цветуков была. И второй, вот у меня фотография перевернулась почему-то, Сизых Владимир Ильич, о нем я вот чуть-чуть рассказала, об этом человеке можно рассказывать очень много. Он сын народного учителя Ильи Николаевича, кто долго работал в музее, не только вот в Якутске, но в Татинских музеях, в Вилюйских музеях. Должно быть, помнить его как дарителя. Он всю жизнь собирал и старинные книги, и то, что было, можно сказать, выброшено, вот, и эти вещи, они поступили в фонды разных музеев, допустим, Весы, очень много, и хорошая коллекция монет у него была, и, ну, рано остался сиротой, с детства очень болел, поэтому не получил образования, но был очень эрудированным человеком. Те, кто бывали в доме Сизухов, помнят их гостеприимство. Они всегда с женой, с Марфой Алексеевной, встречали всех. И тут надо сказать, вот неожиданно ушедшего из жизни Егора Спиридоновича Шишигина. Он был частым их гостем, он очень любил. У них якутская юрта, но в современном виде. Это Владимир Ильич сам построил. У него там целый иконостас. Видите, вот находил фотографии своих предков, родственников, реставрировал. И вот в рамки сам делал. И иконостас целый у него в юрте было. И Егор Спиридонович очень любил бывать у них и обязательно любил полежать на нарах. И разговоры, конечно, текли у них самые замечательные. Сорун Амалван очень уважал Владимира Ильича. Да тут, если перечислить, получится очень большой список. Владимир Ильич вот, очень любил краеведов, очень любил музейных сотрудников. И, конечно, особенной любовью у него пользовались художники. Все художники Якутии его помнят. Многим он делал рамы, иногда по заказу, а иногда просто так дарил. Вот. Сколько выставок он оформил, это тоже не сосчитать. И последние годы, когда он попросил собрать материалы о Сизыхах, и когда нашлись его родственники Сизыхи, вот он очень радовался и встречался с ними, рассматривали все фотографии, выясняли, через кого, как они, в каких родственных связях. И каждый раз для него это был подарок, приезд очередного потомка Сизыхов. Его отец Илья Николаевич, мама Елена Федоровна Сизых. Тут Елену Федоровну-то он не знал, она рано умерла. Оказывается, он мне говорил, что она вроде бы как
родила 2 детей и вроде бы как утонула. Но тут вот воскресенье, то есть вчера, прошла презентация книги Слепцова Нина Ильинична, легендарная пионер-вожатая, учитель и автор-составитель книги Любовь Михайловна Григорьева, ее внучка. Вот, она замечательный человек, хотя медик по образованию, но краевед по духу. И опять-таки вот это подтверждает то, что сизыфи – это краеведы, патриоты Якутии. Вот это у Любовь Михайловны уже много книг, и в основном это книги о знаменитых людях Якутии, как о враче Прокопии Сокольникове, о врачах, которые работали в Чурапчинской центральной больнице. Это все исторические факты, исторические личности, и об Иване Винокурове тоже она издала книгу. Ну, а вот очень долго работала, собирала материалы о своей бабушке, и вчера наконец-то состоялась презентация. И туда вошли воспоминания Нины Ильиничны. Она вот как раз дочь Ильи Николаевича и Елены Федоровны. Вот, у нее еще брат Иван Ильич был, тоже писал много, был даже переводчиком, ну вот и учителем. Даже, если не ошибаюсь, он учитель нашего героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. Вот. Вот такие замечательные сизыфи наши живут, работают. А вообще в Иркутской области сизуков называют солью земли. Это вот значит в крови у них быть такими добропорядочными, трудолюбивыми и такими действительно такими патриотами. И род этот начался на Амгинской земле, и я считаю, что там же должны о них знать, изучать. Так, Елена Федоровна, оказывается, умерла от чахотки в 1918 году, как раз после возвращения мужа Ильи Николаевича с Первой мировой войны. Он, хотя туда вот учителей сперва призвали, а потом обратно отозвали, но так получилось, что вот Илья Николаевич, видимо, как-то пораньше уже на поле сражений попал. Для него вот отзыва не было, и он прошел эту войну. Много не рассказывал, но штыковую атаку он помнил хорошо. А по возвращении он опять-таки вот занимался своим любимым делом. Так, если мы начали рассказ о Короленко, о героях его святочного рассказа и воспоминаний, то мы не можем обойти Афанасьевых. Это Татьяна Андреевна Афанасьева. И вот ее портрет Короленко сделал. Дети Татьяна Андреевна, она уже тогда была вдовой. Ганя, Таня и Коля учились у Короленко. Владимир Галактионович очень долго переписывался с ними. И эти письма сохранились, они есть. Еще учился у него вот сын полицейного
Николая Васильева, это Виктор, ставший известным, очень известным этнографом, Виктором Николаевичем Васильевым. Вот. Фотография Татьяна Андреевна всегда, ну, с историческими личностями она есть фотографии, и особенно как-то она больше общалась, видимо, уже в Якутске с эсерами, так в Амге вот дружили они с Короленко. И вот что удивительное, в интернете на одной фотографии неправильная атрибуция было написано, что это Брешко-Брешковская, на ней это Татьяна Андреевна Афанасьева. И помните, наверное, в 2016 году из Британского музея у нас к нам привезли композицию «Якутский летний праздник» СЭХ, и в художественном музее полгода, по-моему, эта композиция выставлялась, и тогда выявили, кто отправил эту композицию на Парижскую всемирную выставку. Им был купец второй гильдии, уроженец Горного Улуса, Прокопий Павлов. И удивительно так получается, что Татьяна Андреевна Афанасьева была его второй женой. Вот. А как-то так получается, что у Гаврила Прокопьевича с детьми какие-то несчастья, можно сказать. От первой жены тоже дети умерли и в таком младенческом возрасте, и старший сын тоже рано умер. А вот Гаврил Гаврилович Павлов, который вырос в Амге, когда Татьяна Афанасьевна уже вышла второй раз за другого человека, это уже после смерти отца, вот Гаврил Гаврилович Павлов, он, можно сказать, вырос опять-таки на Амгинской земле. Это вот рожденный сын Павлова после смерти отца. Тоже, кстати, очень трагически погиб. О нем и Гаврил Прокопьевич отправил не только вот эту композицию, он более 30 экспонатов собрал и отправил на Всемирную Парижскую выставку, изучила все эти его биографию, благо у нас национальный архив очень богатый, и список и в каталоге, в французском каталоге есть, что он отправил. Вот, знаете, он даже отправил вот якутскую урасу, и она стояла на Марсовом поле. Вот. Есть, конечно, путают. В тот год было две выставки. Это первая этнографическая выставка в Москве и Всемирная Парижская выставка в Париже, само собой, разумеется. Ну, экспоненты разные. Но вот Парижскую выставку из Якутской области основным экспонентом был вот наш купец Гаврил Павлов. Его очень ценили и Иннокентий Вениаминов, и епископ Дионисий, и даже когда он умер, святитель Иннокентий писал, что его имя навечно должно быть внесено, и каждый раз, когда вот день поминовения, должны тоже, должны его поминать. Вот такой уважаемый был человек, но очень жаль, конечно, что его сын Гаврил
ученик Короленко, так трагически погиб. Об этом писал младший сын Татьяна Андреевна, Николай Егорович Афанасьев, известный общественный деятель Якутии, один из основателей якутской национальной журналистики и массовой письменности якутов. Его мы видим на многих фотографиях, вот среди вот переводчиков есть, и сколько вот букварей, методичек и вообще книг для чтения Николай Егорович издал. Это посчитали, что свыше 26. Он был очень близким другом Семена Андреевича Новгородова, первого ученого-лингвиста нашего. И 13 февраля, поэтому в день его рождения мы День родного языка отмечаем. И в этом году в нашем музее, когда мероприятие проводили, студентка рассказала о Николае Егоровиче, поскольку его имя часто забывается, и мы только приветствовали начинание юного исследователя, можно сказать, да, и пожелали ей успехов. Мы Николая Егоровича должны всегда помнить, тем более он у нас есть заслуженный учитель, и, к сожалению, у него нет потомства. Это очень печально. А сестра Татьяна, единственная дочь, она выехала в Иркутскую область, замужем была, и дети были. Ну, как-то вот найти ее тоже, наверное, потомков, наверное, вот будущим исследователям, наверное, будет нужно. И относительно, если вот Шейх Алонхо в Амдинском улусе, я очень хотела бы попросить краеведов и всех, кто занимается устройством ИСыХа, тоже вспомнить имя собирателя фольклора Петра Никифоровича Попова. В народе его звали Очкы Бютюр. Он побывал в Амдинском улусе в 1939 году, поздней осенью, когда объездил 11 наследов. Есть его такие воспоминания об улусе, с кем встречался, в том числе с Екатериной Ивановой. Есть имена Тойксутов, Аланхасутов. Это уникальный человек, уроженец Чурапчинского улуса. В годы войны он, по зрению его не взяли, не призвали, очень слабое зрение было, но, будучи народным следователем, он защитил наших писателей от репрессии. В первую очередь это в 1942 году Федота Григорьевича Винокурова, Дадара, ложно оклеветанного. И в его списке вообще 9 писателей, в защиту которых он выступал и советовал им. Ну, они избежали благополучно, вот хотя были в разное время арестованы, но избежали очень суровых приговоров. И 1948 года он поднял проблему до Москвы, что надо издавать произведения Платона Алексеевича Аюнского, певца революции, поскольку он не был осужден, и за это, конечно, очень попал в опалу, и работу не давали, и слежку установили, но он все выдержал.
Некоторые его рукописи хранятся у нас в литературном музее. Это мы нашли, когда его юбилей проводили, его родственников, и мы очень благодарны, что вот они сохранили все-таки часть его богатейшего архива, то, что относится к своему роду. У него тоже род очень замечательный, он племянник последнего чурапчинского головы Шеломова Михаила Степановича. Вот. Здесь он с саланхасутами. Ага. И есть вот список документов его в собрании рукописного фонда архива Янцы Соран. Вот я красным обвела. Вот как раз и в 41-м и 39-м. А вот надо песни советского периода, собранные Поповым. Те, кто изучает Ялан Хасутов своих в Амгинском улусе, Таюксутов, я советую ознакомиться с этим архивом. В 1939 году стал вопрос сбора вот, фольклора советского периода. Вот. Ну, Екатерина, некоторые таюки Екатерина записала, есть некоторые эти имена тоже, у кого он записал. Он только тогда начал заниматься вот сбором фольклора. Вот. И надеюсь, что это тоже как-то поможет краеведам Амгинского улуса узнать о своих именитых таюксутах, аланхасутах, но, может быть, более такие неизвестные данные. И мне очень даже понравилось, что некоторые таюксуты наотрез отказались петь ну вот на такую тему. Сказали, нет, у нас не получится, имена сохранились. И вообще вот кто интересуется и фольклором, и таюксутами, и Аланко, вот имя Петра Никифоровича и его эти надо бы поинтересоваться. Вот таким образом, я думаю, что все-таки тема моего доклада как-то и сам доклад поможет многим, не только амгинцам, поскольку в школьной программе есть произведение Короленко и сон Макара, также есть. И вот изучать вот прототипов его героев тоже полезно. И еще раз повторяю, вот то, что Попик Иван оставил нам на счастье вот таких хороших потомков краеведов, которые и дружили с музеями, и приносили бесценные дары, и книги пишут. Ну, спасибо за внимание. Мне сказали, что слушают мои рассказы, и вот тем, кто это сказал, кто поблагодарил, и им тоже огромное спасибо. Очень надеюсь, что и мой сегодняшний рассказ кому-то принесет пользу в своих поисках. Спасибо.